классная метафора: 1 + 1 = 3. Вот если этого нет, то это напряг реальный. И я Мгм. здесь, конечно, чуть-чуть буду нарушать законодательство в плане там разводитесь, но, конечно, любите друг друга, рожайте, там это ценно, все понятно. Но когда спробуют удерживать семьи, наши там коллеги-психологи некоторые гордятся тем, что вот я там сохранили мы там семьи своим клиентам, или там давайте мы психолог перед разводом будет с вами говорить. Глупость несусветная. Важно научить людей, чтобы они находили своего человека, учились влюбляться, доверять, там, ну, договариваться в конце концов, коммуницировать друг с другом, а не жили бы, потому что у них штамп в паспорте. Вот когда эта механика будет развита в человечестве, тогда и семьи будут без штампа условно, но будут надежными и очень крепкими, очень душевными. Тогда мы выходим на уровень воспитания, потому что, Абсолютно, в чтобы, чистой. ну, все равно с 20 до 30, ну, условно, мы выбираем себе партнера, время поиска партнера. Но это еще достаточно, ну, незрелая психика, да, она еще формируется. И чтобы человек нашел своего, он должен быть в контакте, а что мое? Да, А да. я-то чего хочу? А мои-то какие принципы? Потому что когда, знаешь, ну, дети рожают детей или дети женятся, да, это весело, конечно, потом разводы или страдают всю жизнь, да, как в том анекдоте, женщина, если повезет, там, найдет хорошего мужика, да, будет счастлива, не повезет, станет психологом, да. Как раз вот возраст, когда еще мало осознанности, поэтому повторные браки там, да, а с этими-то молодыми что делать? Просвещать, Слушай, учить? это просто культура. Культура любви, культура уважения, культура понимания. Да просто любви.